Путин вернул великой нации чувство гордости. Эти слова Марин Ле Пен произнесла в декабре 2014-го, после аннексии Крыма, санкций и фактически новой холодной войны с США. Лидер Национального фронта, главный правый политик Франции, с тех пор не раз публично признавалась в любви к российскому президенту и стала едва ли не главным пропагандистом кремлевских идей в Европе. За пару месяцев до той речи на счета партии Ле Пен упали 9 миллионов евро от первого российско-чешского банка. Ставку на Ле Пен Кремль сделал в 2012-м. С концом недолгой медведевской оттепели Россия принялась искать новых союзников в Европе. Выбрать на эту роль Ле Пен предложили посол России во Франции Александр Орлов и его политический советник Леонид Кадышев, хорошие знакомые отца Ле Пен, Жана Мари, тоже большого фаната России. Летом 12-го именно с их подачи во Франции появился интернет-канал Pro Russia TV, который и должен был доносить правду о России до Старого Света. Курировала канал, существующий на деньги российского бюджета, именно партия «Национальный фронт». Сама Ле Пен регулярно появлялась в его эфире. В 2014 году у Ле Пен начались проблемы. Партийная казна в преддверии муниципальных выборов опустела. Марин попросила о помощи своих московских друзей. В ноябре этого года французский информационный портал «Медиапарт» опубликовал расследование «Национальный фронт заполучил российские миллионы». В нем рассказывалось о бизнесмене Романе Попове, который и выделил французским националистам те самые 9 миллионов евро. Попов – владелец первого российско-чешского банка, в прошлом топ-менеджер компании «Стройтрансгаз», принадлежащий Геннадию Тимченко. Французские журналисты обратили внимание на близость Романа Попова к российским властям. Вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым именно он был сопредседателем на церемонии, посвященной 50-летию полета Юрия Гагарина в космос. То, что именно Попов выделил средства на избирательную кампанию, подтвердили и в самом Национальном фронте. Чешский журналист Онджей Соукоп считает, что именно поддержка Марин Ле Пен стала одной из причин проблем у банка Романа Попова. В банковских кругах все удивлялись, говорили, ну зачем ему это надо, да? То есть у него и так проблемы, и понятно, что теперь как бы и спецслужбы, и журналисты начнут как бы копаться в его грязном белье. Я слышал много разных, неофициальных версий, но большинство из тех, по крайней мере, с кем он общался, которые согласились со мной говорить, они как бы так пожимали плечами и говорили, ну, понимаете, его попросили. И вот и все. Замешан в этой истории еще один российский бизнесмен и политик Александр Бабаков. Депутат Госдумы и, согласно расследованию Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, владелец квартиры в Париже и поместья во Франции площадью почти 11 гектаров и стоимостью 16 миллионов долларов США. По сообщению издания «Медиапарт», именно Бабаков курирует финансирование Национального фронта и Марин Ле Пен с российской стороны. А оно еще непременно понадобится. Через полгода во Франции выборы президента, и Национальный фронт уже начал активно готовиться к новой битве за власть. Правда, теперь им явно придется искать нового спонсора.